Амбициозные, но выполнимые. Так в Минфине характеризуют планы относительно бюджета на 2022 год. Планка действительно взята высокая. Объем консолидированного бюджета 43,9 миллиардов сомов. В 2021 году мы из года в год в предыдущих годах, 2020, 2019, других прошедших за 5 лет, мы в основном в Жогорку Кенеш вносили тот бюджет, который в сторону уменьшения. А в 2021 году было в сторону увеличения более 15 миллиардов сомов. В Кабмине есть четкий план по выполнению задуманного относительно такого амбициозного бюджета. Большие ставки в первую очередь на цифровизацию. Она позволит вывести экономику из тени, а значит денег в госказне будет больше. Упор делается в первую очередь на полную цифровизацию. То есть преодоление всех этих барьеров, ранее, которые были у нас, выведение из тени, зависит только от первоочередных мероприятий по цифровизации. Также основным задачей сегодня стоит это повышение заработной платы в социальной сфере работникам, выравнивание, как я сейчас сказал представитель Кабмина, силовому блоку сотрудников и, естественно, дальнейшее, значит, как и было обозначено, обеспечение достаточным уровнем продовольственной безопасности. Одним из самых прибыльных секторов экономики, по прогнозам, должно стать электричество. Свет нужен не только нам, но и соседям, которые готовы его покупать. В этом году мы начинаем Камбарата-2, заканчиваем переговоры с Евразийским банком развития, второй агрегат. Своими силами начинаем строительство инфраструктуры Камбарата-1, 3 ГЭСа. Это в Кировском, Ортотокой, Бурулдай и Харакуль. Это будут уже тогда 4. Мы с помощью, в том числе и денег, которые мы ждем от Кумтура, мы в этом году будем запускать силами самого государства. Кроме того, около 48 створов для малых ГЭС уже передано бизнесу. В плане зарабатывания денег большие возможности появились у каждого министерства и ведомства. Принят новый бюджетный кодекс. Он разрешает госорганам зарабатывать больше спецсредств. Это не должно быть дополнительной нагрузкой для бизнеса, но это должно дать возможность им самим статьи и прочие закрывать, в том числе не дожидаясь помощи со стороны Министерства финансов. Надо быстрее эти вещи отрегулировать. Мы впервые запускаем фонды развития регионов. Они должны быть тоже отрегулированы, в первую очередь, для написания бизнес-проектов, потому что все финансовые институты ждут. Если будут правильные финансовые изложенные планы мероприятий, мастер-планы, бизнес-планы, то обязательно банки могут, обязаны и хотят, самое главное, выдавать ресурсы для нашей страны. Большие ставки и на налоги. Уникальный случай. Принят новый налоговый кодекс, но ни одного нового налога введено не было. Гуманизация и, опять же, цифровизация. Благодаря ККМ и прочим технологиям скрыть товарооборот больше не получится. Только председатель Кабмина обратил внимание ГНС. Нужно новое экономическое сердце на юге страны, а то все налоги у нас собираются в Чуйской области и Бишкеке. Теперь о менее приятном. Тратах. Страна приблизилась к пику выплаты внешнего долга. Именно с 2023 года начинается скачок. 24, 25 и 26 года самый большой пик, когда нам надо будет выплачивать внешний долг. В долларах, еще раз подчеркиваю, в долларах. Мы не знаем пока еще, какой будет курс, поэтому нам необходимо за эти 2 года. Есть у нас уже резерв. Все думают, что вот неконтролируемая экономика, она или не белая экономика, а серая экономика, это во многих случаях враг. Может быть, но для нашего случая мы еще 2-3 года можем вырасти. Темпы роста экономики, темпы роста доходной части бюджета, мы можем именно за счет сокращения серой экономики добиться этого. Вот до 500 миллиардов мы можем довести уровень собираемости налогов, увеличивая, в том числе увеличивая и сам ВВП. Вы же представляете, мы же не можем собрать 400 миллиардов, имея ВВП в 700 миллиардов. Кроме текущих нужд, в бюджете на этот год заложены средства, которые нужны, чтобы отремонтировать и восстановить ирригационную систему, приобрести технику для обеспечения качественной поливной воды, улучшить насосные станции, вести борьбу с COVID-19 и развивать дорожную сферу.
Екатерина Такамбаева, Нурдан Крыбеков, «Пирамида».